Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Максим Владимиров и Мария Новгородова. В этом году Якутия с гордостью отмечает столетие со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Гавриила Иосифовича Чиряева. Его жизнь и деятельность стала ярким примером служения своему народу и преданности идеалам справедливости и развития. Гавриил Иосифович оставил неизгладимый след в истории нашей республики, способствуя укреплению ее независимости и социального прогресса. Его мудрость, дальновидность и неутомимая энергия вдохновляли многих, а его достижения служат основой для дальнейшего развития Якутии. У нас сегодня в гостях Леонид Афанасьевич Торговкин, заслуженный работник Народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетный гражданин города Нерюнгри и Алекминского района. Здравствуйте, Леонид Афанасьевич. Добрый день. С праздником, со столетием Гавриила Иосифовича. И у меня, конечно же, первый вопрос. Как вы, Леонид Афанасьевич, пересеклись в своей жизни с этим выдающимся человеком? Во-первых, я благодарен, Мария, за то, что вы пригласили меня на прямой эфир. Тем более в этот день, день столетия выдающегося человека, нашего лидера в свое время, Гавриила Чиряева, который внес неоценимый вклад в развитие производительных сил нашей Якутии. Это несомненно, и как-то переоценить это невозможно. Но, конечно, он гораздо старше меня, я младшее поколение, и я пришел в комсомол в 1976 году и начал работать в комсомольской организации. И его я видел, когда он приезжал в Алекминский район. Я уже работал тогда вторым секретарем райкома комсомола, потом первым секретарем райкома комсомола Алекминского. Ну и на этих встречах я видел его выступления, его внешний вид был очень представительный, яркий человек, прекрасной харизмой, которому хотелось верить, хотелось идти за ним. Он так убедительно говорил, и меня всегда поражало то, что он говорит, выступает без текста. В те времена многие выступали по бумагам. Да. Бумагу в сторону положил, уже теряешься. А тут такой прекрасный образец выступления. Конечно, я с ним лично не был знаком, но пересекался. В каком плане? В 1979 году весной, в марте месяце, состоялось республиканское совещание по борьбе с правонарушениями среди несовершеннолетних в нашей республике. И пригласили на это республиканское совещание от каждого района 4 человек. Первого секретаря райкома партии, председателя райсовета, начальника районного отдела внутренних дел и первого секретаря райкома комсомола. Представляете, какое значение придавалось этому вопросу? Тогда наш район возглавлял Яков Алексеевич Семенов, первым секретарем. Совещание прошло нормально, стандартно, по штатному расписанию. Выступал Алексей Александрович Тамтосов, первый секретарь Якутского обкома комсомола. Соответствующие выступления были. Мы уже все собрались, папки взяли, уже готовы бежать. В город приехали, дел-то много. И вдруг Гавриил Ильич спрашивает, а где первый секретарь Нюрбинского райкома партии? Нет его. Где начальник отдела внутренних дел? Здесь. Идите поищите своего первого секретаря. Он пошел. И как раз в этот день горел театр Нюрбинский. И он побежал звонить и спрашивать, что да как. Ладно, потом выступил председатель райсовета какого-то, потом отдел внутренних дел подняли, критиковали, конечно, там, ругались. Потом слышу вдруг Торговкин, первый секретарь Алекминского райкома комсомола. Где? Я поднялся, приглашаю к трибуне. Народ, зал полный, это в здании как раз областного комитета партии. И Гавриил сидит, меня спрашивает, так, Леонид Афанасьевич, какой процент преступности среди правонарушителей?
А я помню 14,2 или 14,6. Но я готовился. И тут меня заело, я не могу ничего сказать. Смотрю, Алексей Александрович ему бумагу дает, и говорит, смотрит, там, видимо, эту справку бумаги. Я не знаю, что сказать, 14,2 и 14,6. И тут уже в зале, первый секретарь не знает даже процент преступности, что это такое, да? Гаврилович меня решил спасти. Говорит, ладно, Леонид Афанасьевич, какие вы предпринимаете по борьбе с преступностью среди несовершеннолетних? Меня тут прорвало, я-то готовился. Начал там перечислять, говорить. И меня Гаврилович говорит, ладно, хорошо, садитесь. Пошел, сел. После этого собрал нас Алексей Александрович, первым секретарем райкома комсомола, и меня давай там писочить. И что так? Я говорю, я знаю, вот 14,2 или 14,6, вот не могу. Говорит, сказал бы любую цифру. Вот, я тоже так хочу. А ты почему так? Понятное дело. Заело, потом, конечно, Яков Алексеевич меня тоже покритиковал, говорит, не надо теряться в таких случаях, надо говорить цифру, твердо стоять на этом. Тоже такой опыт. Да, первый. Действительно опыт. Что делать? И в это время, в 82-м, 79-е, 80-е годы начали мы набирать молодых людей и направлять их на, так называлось, БАМ, Южную Якутию, строить город Нерюнгри. Никто не хочет ехать. Кому охота оторваться, ехать куда непонятно. И вот мы в райкоме комсомола искали таких молодых людей энергичных, которые могли бы и хотели бы поехать. Большую работу проводили. В нашем понимании большую работу. А потом получилось так, что в 1982 году меня решением областного комитета партии направили в Нерюнгри. Я там был избран заместителем секретаря парткома комбината Якутуглестрой. Якову Алексеевичу я говорю, Яков Алексеевич, замсекретаря парткома это для меня как-то не очень. Он говорит, ты не прав. А я-то понимал, парткомы это как наши совхозы там. А тут, он говорит, в комбинате работает 15 тысяч человек. Коммунистов, говорит, 1500. А у нас в районе 920 коммунистов, говорит. Представляешь, какая разница, говорит? Это ты на правах второго секретаря райкома партии. Вот я и поехал. И там у вас прошли самые лучшие годы. Да. Вы дошли до должности. Но, надо сказать, вот в связи с этим я попал как раз в план реализации идей Гаврила Осиповича Черяева. Я бы хотел сегодня сказать 3 вопроса. Первое – это вот взаимоотношения руководителя, первого секретаря обкома партии с отраслевыми министерствами. Второе – это работа с кадрами, с привлечением именно коренного населения и участие в этом большом проекте. И третий вопрос – это вот оказание вот таких больших предприятий помощи нашим сельским районам. Тогда получило распространение такое движение к шефству районов. Вот, коль скоро говорить о кадрах, то я попал как раз в этот призыв. Первым таким этапом набора кадров было это вот привлечение людей, работавших в районах республики Нерюнгри. Сразу вот. Иван Иванович Пьянков, он работал здесь главным инженером Якутия-строя. Петр Семенович, его избрали первым секретарем горкома партии. Федоров Петр Семенович, он работал в Аймеконе, его избрали вторым секретарем. Вот такой вот круг людей. В том числе среди этих были Попов Владимир Степанович, Протопопов Ефим Егорович. Вот они тоже впоследствии стали достаточно большими руководителями. А в мой набор попали, мы работали в свое время, это Пахомов Василий Алексеевич,
Затем он был заместителем секретаря паркома Нирингресстроя. Затем он был избран секретарем Амгинского райкома партии, главой Амгинского района, генеральным директором Автодора, депутатом, то есть Ильтумена. То есть это тоже вот подбор идет. Сорокоумов Василий Иннокентьевич тоже работал там председателем парткомитета. Потом он работал председателем горкома профсоюзов госучреждений. Он стал первым директором гостиницы Тыгандархан. Затем долгое время работал заместителем генерального директора медцентра. Ну, то есть человек тоже известный. И вот весь этот поток, который практически шел под, ну, так скажем, крылом Гавриила Иосифовича Черяева. Да. И этот вот тяжелая артиллерия, я вам скажу. Да, и вот, ну и то, там нужно сказать, что вот мой период работал и протодиаконов Семен Афанасьевич, тогда он был секретарем горкома партии, затем он стал президентом НВК Саха, он организовал, там работал в поспредстве в Москве, ну, то есть человек тоже известный в нашей республике. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что там набирали людей, которые, по мнению областного комитета партии, считались перспективными, и многие из них вот проявили себя, выдвинулись и стали действительно кадрами республики. И в этом большая заслуга областного комитета партии во главе с Гавриловичем. То есть он пропустил этих людей через горнило вот такой большой стройки, как Нирингри. Если говорить об отношении первого руководителя с отраслевыми министерствами, то тут я должен подчеркнуть следующее. Гаврилович умел убеждать, умел найти подход к человеку. Он, как бы он не был членом Центрального комитета партии, но все равно с любым министром надо уметь общаться, надо его убедить, вызвать у него доверие, чтобы он поверил, чтобы он действительно согласился с вашим мнением. А ведь союзное министерство, это, представляете, это не сейчас нынешнее министерство российское, а союзное, это огромнейшая территория, огромнейшее государство, супердержава, будем говорить. Это министры, которые себя считают действительно крупным руководителем. А Гаврилович вот на этом фоне очень хорошо поработал с министром угольной промышленности Браченко тогда, значит, министром цветной металлургии Ломаком. Ну, то есть вот такие руководители. Дошел до премьер-министра, председателя правительства СССР Косыгина, который поверил у него, прилетел сюда в 1974 году, посмотрели, что это такое есть на самом деле. А для того, чтобы убедить, доказать, это же надо, чтобы местные министерства, кадры составили соответствующие справки, подготовили материалы убедительные. А это нужно контролировать, смотреть. Поэтому я очень четко работал с отраслевыми министрами. Далее, вот когда, конечно, начали строить БАМ, я думаю, Гаврилович единственный, вот тоже добился того, что единственная станция БАМа, которая находится на территории нашей республики, это станция Хани в Алекминском районе. Буквально вот протекает речка Хани, и через 100 метров тут уже Амурская область, а на этой стороне, значит, Хани. Это для чего? Это не зря, не просто так. Потому что месторождение железной руды в Алекминском районе, вот Тарнакская, Звездная, район поселка Торго, находится там. Это более 5 миллиардов тонн железной руды. И для того, чтобы это имело в последующем от станции Хани построить ветку железной дороги до этих месторождений. Это уже было заранее предусмотрено Гавриловичем. А вот в борьбе с отраслевыми министерствами, именно я применяю слово «борьба», потому что опыт и практика освоения Донбасса, Кузбасса, Экибастуза, таких же больших угольных разрезов, он показывает, что
министерства всегда вкладывали основные средства в основное производство, а социальная инфраструктура это всегда на второй план уходила. Поэтому кто был вот в Донецке, Кемерово, Новокузнецке, там столько шанхаев, всяких разных там самостроев, это все от того, что в свое время, когда осваивались эти месторождения, не вложили средства, а теперь их догонять, доставать очень сложно. И вот говорил, в этом плане был очень строг, требователен, и первый секретарь Пьянков Иван Иванович, его, как говорится, исполнитель, прямо кулаком стучал и говорил: нет, нам нужен город, нам не нужны времянки, нам не нужны всякие сборные щитовые дома, мы должны построить современный город. И это везде всегда декларировалось. И вот я вспоминаю, что мы как-то соревновались с Тындой, город Тында, столица Большого Бама. Ну, а мы, соответственно, столица Малого Бама. Ну, как-то там ребята приезжали к нам, ну, понятное дело, бамовцы, и они строили Краснопресненский проспект, огромные 9-этажные дома по тем нашим временам, они привозили все это из Москвы. Прекраснейший проспект получился, дома хорошие. Ну, а мы, Нерюнгри, строили не так быстро, но зато мы решили под руководством Гавриловича глобальные вопросы. Энергоснабжение, прежде всего. Нерюнгринскую ГРЭС построили. Первый блок. Второе. Современнейшие очистные сооружения города. И добились того, что Министерство угольной промышленности никак не хотело, но добились того, что построили домостроительный комбинат. И вот эти три кита, очистные, энергетика и ДСК, дали возможность городу быстро нарастить себя и быстро построиться. И мы сразу обогнали город Тынду, и тындинцы приезжали к нам, уже жаловались. Потом у них строительство вообще заглохло, потом нету очистных сооружений, нельзя строить. Потом из Москвы не наводишься, тоже начинается проблема, и они вынуждены были там долго и упорно этот вопрос решать. Домостроительный комбинат то же самое. Какую роль сыграл? Но, конечно, они это не заложили, а в нашем домостроительном комбинате это серии прекрасные, вы в Нерюнгри были, наверное, знаете, видели, поэтому вот три основных кита, это стратегически важно, решили вопрос, и Нерюнгри долгое время был одним из лучших благоустроенных малых городов России. Поэтому вот тут тоже перспектива, стратегия Гавриловича-Черяева. Насколько дальновидность, да, такая у него? Стратегически все выстроить. Да, и все вот для людей же опять, результат. Для людей. Ну и, конечно, сегодня, если говорить по БАМу, то наиболее законченный проект – это Южно-Якутский угольный комплекс. Других таких подобных комплексов по всему БАМу нету, к сожалению. Не реализовались, государство распалось, и те планы, которые были там сверстаны, они не реализовались. А город Нерюнгри в течение 10 лет, который был задан срок, мы построили. Это мы же строили на компенсационной основе, потому что денег не хватало. И мы, я имею в виду Советский Союз, заключил договор с Японией. И те кредиты, которые она выделяла, мы затем оплачивали коксующимся углем. И мне посчастливилось принять участие на открытии Нерюнгринской обогатительной фабрики в декабре 1984 года. Мне даже дали слово выступить. Присутствовало огромнейшее количество гостей, Центральный комитет партии, правительство союзного, ну, понятное дело, нашей республики, соседние. Я вот, мой руководитель Кравченко Виктор Михайлович, секретарь парткома комбината Якутуглестрой, все говорил: как же нам завершить твое выступление, чтобы оно осталось в памяти у людей. А людей-то очень много. Вот он ходил, думал, потом у него в шкафу тут
Леонид Подарки. Афанасьевич, Чарон стоит. простите меня, пожалуйста, сейчас на рекламу перейдем, а потом продолжим наш разговор. Уважаемые телезрители, радиослушатели, мы продолжаем нашу беседу с Леонидом Афанасьевичем Торговкиным. И вот до ухода на рекламу вы на таком моменте, когда он чаром начал Понятное дело, доставать. сегодня реклама нужна, существовать надо. Значит, но вот он предложил, говорит, давайте вот этот чарон насыпем первый кокс обогатительной фабрики и вручим подшефному району. А у нас подшефные районы были Амга, Чурапча, Ленинский район, ныне Нюрбинский. Ну и мы решили этот чарон вручить Нюрбинскому району, потому как его возглавлял тогда Тамтосов Алексей Александрович, бывший первый секретарь Якутского обкома комсомола. И он как раз присутствовал. Ну, я что-то сказал там, значит, свой этот чарон взял, а тут трибуна такая, там все забито, людей тесно все. А он так стоит где-то там. Тут Юрий Николаевич стоит, я подошел, а он не ожидал, Алексей Александрович. Я ему вручил руки, сказал, не знаю, где этот чарон сейчас, может, там у них музей где-то есть, но смотрят, вот таким образом была завершена в основном закончена стройка Южно-Якутского угольного комплекса и выдан на гора кокс Неренгринский. И началась поставка этого кокса Японии. Вот такой вот результат работы. Первый этап освоения Южно-Якутского угольного комплекса. Ну, вклад в Южную Якутию Гаврила Иосифовича просто он неоценим. Ну да. Поэтому... А вы тогда молодой, перспективный, Леонид Афанасьевич. Да. Стоите практически тоже же у руля того времени. Ну, я тогда, мне сколько, это было в 84 году, мне было 33 года. Прекрасный возраст. Это самый лучший возраст. И вы на тот момент смотрели на Гаврила Иосифовича, и вот какие качества больше всего вы хотели бы отметить? Ну, я уже сказал, меня всегда вот поражала его харизматичность и его вот умение видеть, стратегический ум, стратегический склад ума, который предполагает не только сегодня, но и завтра, и послезавтра, что будет. Это же ведь, даже имея по 3-4 образования, это просто природный дар. Это надо, значит, это Боженька дал ему, другого нету. Это дар природный. И он Тогда проявляется не у всех и не всегда. Это таким даром, на мой взгляд, владел Михаил Ефимович Николаев. Ну, я думаю, сегодня среди первых руководителей, наверное, Арсений Сергеевич вполне этого достоин сказать, что он владеет и видит перспективу, и умеет общаться с руководителями России. Ну и, конечно же, Гаврилович был очень человечный, он очень такой доброжелательный, ну, вот такой вот был человек, и с ним всегда вот руководители с удовольствием разговаривали. Хотя, конечно, у него был блокнот, которым он заносил, значит, плюсы и минусы, видимо, и всегда руководители с оглядкой разговаривали. Там нельзя было что-то приврать, что-то придумать, все должно быть один к одному. Ну и третий вопрос, о котором я хотел бы сказать, это вот, представляете себе, почти единовременно приезжает в Якутию 100 тысяч человек со всех регионов республики, с каждый со своим менталитетом, уровнем образования, вероисповеданием. Это 15 союзных республик, все были представлены. Все этот конгломерат находится в городе Нерингри. Его надо таким образом с ним провести работу, чтобы он влился в состав республики, чтобы они почувствовали культуру, менталитет, историю республики, чтобы они почувствовали себя якутянами. Это они, именно вот тогда была такая вот, ну,
говорили временщики, чтобы не было духа временщиков, чтобы они стали якутянами, мы могли считать и говорили, что мы из Якутии. И я думаю, что, конечно, это огромнейшая социально-экономическая проблема, как в плане экономики, воспитания людей, но наша республика с этим справилась, и я думаю, что сегодня город Нерюнгри – это единая неделимая часть нашей республики. Вот недавно прошли дни Нерюнгринского района, которые показали уровень, культуру людей, которые действительно считают уже себя якутянами. Нынешнее поколение руководителей города – это люди, которые родились, окончили школу там, и Якутию считают своей родиной. А в самом деле 50 лет в истории – это миг, это ничто, это жизнь одного человека. Вот за такой короткий период такую провести работу, и, как говорится, все это преобразовать и привести, это дорого стоит. На сегодня будем говорить, что действительно Нерюнгри – это южные ворота Якутии. Поэтому, когда Гаврилович говорил о том, что мы должны использовать мощности, опыт, практику крупных предприятий города Нерюнгри для оказания помощи нашим сельским районам, он имел в виду, видимо, не только вот материальную помощь, но и взаимообогащение, взаимосвязь, общение людей. И вот наши предприятия были закреплены за совхозами республики. Ну и я, как говорил, уже 5-6 районов с нами заключали шефские договора, мы проводили ремонт ферм, техники, выезжали на уборку урожая, заготовку сена, перевозку комбикорма, выделение различного рода там помощи в виде фондов на машину, технику. Ну и, конечно же, выезжали делегации как и наших предприятий в районы, так и они приезжали к нам. Это вот действительно проводило к тому, что люди узнавали, как живут в Нерюнгри, как живут в Чурапче, как живут в Мегино-Кангаласском районе. Поэтому вот получилось так, что наиболее активно работали по шефским связям руководители Чурапчинского района. Поэтому Нерюнгри и Чурапча, они как-то вот по последним и конечном итоге это наиболее крепкие связи оказались вот между Нерюнгри и Чурапчой. Поэтому у нас есть улица Чурапчинская. Хотя в одно время как-то писали сочинения школьники, одна девочка написала, вот один из районов Якутии, Чурапча, назвали в честь нашей улицы Чурапчинской. Вот таким образом чурапчинцы, когда мы проводили в Нерюнгри первые свои ИСЭХи, большая бригада работников культуры Чурапчинского района приезжала к нам и оказывала консультации, и проводила вот именно в строгом соблюдении всех ритуалов по проведению ИСЭХа. Ну и сегодня, конечно, это связи поддерживаются, продолжаются. И я думаю, что и оно и в последующем будет поддерживаться. Особенно в этом году ИСЭХ Аланхо проводится в городе Нерюнгри. Силы нашей Министерства культуры привлечены, наверное, будут наверняка в полной мере. И эти мероприятия будут проведены на хорошем уровне организационном. Вот 4 и 5 июля планируется провести национальный праздник ИХ Холонхо. Там более 70 мероприятий, уже все там активно работают. Но я хотела бы отметить, что с Нерюнгри очень тесно дружит Амгинский район. В Амгинском районе есть улица Нерюнгринская. Ну, я говорю, вот у нас мы Амга, Ленинский район. Ну, вот наиболее удачно получилось Чурапче, потому что, во-первых, транспортная схема, видимо, удачная. Не надо через реку переезжать.
Ну и с амгинцами тоже мы поддерживали связи. Ну, Какое наследие? Вот, это вот и есть, наверное, наследие, да, Леонид Афанасьевич? Наследие Гавриила Иосифовича, Да. которое он оставил после себя. Ну, я думаю, что если говорить о наследии Гаврила Иосифовича, то я думаю, что оно прежде всего в практике работы руководителей нашей республики, вот, Михаила Ефимовича, Арсения Сергеевича, в отношении, в работе с кадрами. Значит, наследие в том, что именно продолжать и развивать то, что заложено Гаврилом Иосифовичем, ну, своими предыдущими руководителями республики. И вот мы в последнее время видим, как Арсений Сергеевич часто ездит в Нерюнгри. И в свое время Нерюнгри испытывал серьезнейший кризис. А вот последние годы Арсений Сергеевич прилагает массу усилий для того, чтобы, значит, вдохнуть вторую жизнь нашему району Нерюнгринскому. И это получается. Вот я недавно был в Нерюнгре, строятся дома, у людей настроение другое. Значит, уже депрессивность уходит, и у людей появилась надежда, что перспектива есть в городе. Это говорит прежде всего о том, что сейчас, ну, такие житейские факты, как аренда жилья очень там сейчас высокая стала, потому что много вахтовиков, жилье подорожало. В свое время жилье в Нерюнгре совсем дешево было. А сейчас люди приезжают, есть работа, ну и деревянные дома, которые уже происходит износ, уже вот переселение, строятся сейчас соответствующие дома, и тем более возглавляет эту стройку Колодезников Валерий Николаевич, который начинал строить этот город, он возглавлял проектный институт Нерюнгри, гражданстрой. Сейчас вот он переехал в Нерюнгри и занимается вот такой стройкой, тоже продолжает начатое дело. Но у руля Гаврила Иосифович стоял целых 17 лет. Еще был участником Великой Отечественной войны. И вот несколько фактов я хотела бы для телезрителей, радиослушателей, буквально на 3 минуты я зачитаю. Я тогда посчитала, вот когда я прочитала вот этот вот факт, я посчитала, ему тогда было всего, оказывается, 18 лет. И он уже тогда был в рядах Красной Армии. И в сентябре 1943 года Гавриил Черяев от имени воинов-якутян написал письмо, которое адресовал молодежи родной республики, оставшейся в тылу. Там есть такие строки: «Нас, якутов, здесь немало. Якуты пользуются среди бойцов и командиров большим авторитетом, как природные охотники и снайперы. В боевой учебе служим примером меткой стрельбы. В решающие дни Отечественной войны комсомольцы должны быть в первых рядах везде и всюду, на производстве, в учреждениях, на колхозных полях и на школьной скамье». Это писал парень 18-летний, смотрите как. Совсем молодой человек. Да. Это уже проявление. И недаром вот политработник, генерал-майор, уже тогда ему сказал: быть вам, говорил, министром своей республики. Как в воду глядел. И вот тогда у нас, смотрите, да, наши природные охотники и снайперы, но сейчас тоже, да, участники специальной военной операции. Сейчас у нас то же самое. В Нерюнгри сейчас проходят тоже масштабные юбилейные мероприятия, приуроченные к столетию Гавриила Иосифовича Черяева. Проходят у него на родине, в Вилюйском районе, да, вот в Намцах, допустим, в Столбы, если мне память не изменяет, открыли выставку. Вчера презентовали книгу, выходили? Нет, я не смог сходить. И буквально через несколько, тут остался час, вы примете участие в большом торжественном мероприятии общественности республики. Встретитесь со своими уже, наверное, соратниками. Да, конечно. Конечно. Но вот надо сказать, что в 2015 году по инициативе Петра Семеновича Федорова, ранее работавшего председателем Нерюнгринского горисполкома, был установлен бюст Гаврила Черяева.
И по его инициативе, вот именно и его поддержал тогда руководство города, парк, который там у нас существует, имени Гаврила Васильевича Черяева. Бюст очень хороший, мы были на открытии этого бюста. Петр Семенович очень высоко отзывался о Гавриле Васильевиче, они земляки, он тоже с Юлийского района. И Петр Семенович всегда говорил, что это был один из крупных руководителей нашей республики, и что именно благодаря инициативе, уму, энергии Гаврила Васильевича был построен Южно-Якутский угольный комплекс. Ну, это вот, опять же, немножко фактов, да, которые я выписала перед тем, как начать нашу программу. Достижение республики в период работы Гавриила Иосифовича первым секретарем обкома партии в 1965 по 1982 в Якутии были введены большинство золотодобывающих приисков, алмазоизвлекающих фабрик, первая очередь Вилюйская ГЭС, сданы в эксплуатацию Южно-Якутский угольный комплекс, который мы вот сейчас вспоминали. Месторождений, газопровод Мостах, Якутск. Сарылахской ГОК по добыче сурьмы, телевизионная станция «Орбита» и так далее. В кратчайший срок был положен газопровод Тас-Тумус Мостах и начались поставки газа в столицу республики, в Якутск. Объем производства промышленной продукции возрос втрое, на 329%. Производительность труда в промышленности на 220%. Строительство жилой площади на 374%, производство продуктов сельского хозяйства на 165%, промышленно-производственные фонды возросли в 8 раз, в том числе по электроэнергетике. Вообще просто тут такие колоссальные цифры. Да, это вот очень такие высокие показатели. Это действительно был рывок экономический в развитии нашей республики. Но тут надо сказать, что, конечно же, это не отдельно взятом республике, это в целом тот период подъем Советского Союза экономики был, но чтобы это удачно использовать, чтобы это быть возможности союзное государство использовать, это надо уметь. Это вот в этом заслуга тоже Гаврила Иосифовича. Леонид Афанасьевич, огромное спасибо, что вы пришли к нам сегодня и рассказали нам такие прекрасные воспоминания свои. Мы с вами прощаемся с телезрителями и радиослушателями. До новых встреч. И с юбилеем Гавриила Иосифовича Черяева. До свидания.